Семейный подряд Исаевых сегодня обсуждает, чем еще можно помочь своему родному району. Отец и 3 сына сегодня заняты предпринимательством. Султан и Сулейман пошли по стопам отца Салмана. Как говорится, предпринимательская жилка передавалась практически из поколения в поколение. Сегодня в Шелковской эту семью знают все и гордятся ими. Они ведь и другим помогают. Это инвестиционный проект на сегодняшний день очень полезный. То, что станице нашему и целому району, даже можно сказать, и республике, это лечебно-оздоровительный комплекс, что нас радует в станице создание рабочих мест. Там минимум 25-30 рабочих мест будет. Лечебно-оздоровительный комплекс попросили построить сами жители, чтобы не ездить лечиться в другие районы. Здесь горячие источники – залог здоровья. Стройку начали осенью, средства опять же из собственного кармана. Первый этаж 20 ванны, второй этаж гостиничный номер, тренировочный зал, а третий этаж, развлекательный центр. Когда планируете его закончить? В этом году, мало. В этой семье, как говорится, одно другому не мешает. Бизнес Султана процветает, однако в ежедневных хлопотах он не забывает о духовной составляющей. Младший брат в семье – гордость своих родителей. Сегодня он с удовольствием показывает им видео с хаджа, в котором он был год назад. Решение принял давно, вот только дела мирские все никак не позволяли отлучиться из родного дома. 14 года не стереса делает. Духовно-нравственному воспитанию жителей района с населением 54 тысячи человек местной власти уделяют особое внимание. Акцент делают на молодежь, ведь именно она подвержена негативному влиянию. Мы берем такой возраст, который их можно обмануть. Это считая с 16 лет и выше до 30. В основном у нас беседа ведется в последнее время, потому что у нас такие случаи уже были, вы, наверное, в курсе, выезды в Сирию. В связи с этим мы в основном акцент делаем молодежь, которая возрастной от 17 до 30. И пока строится лечебно-оздоровительный комплекс, да и покупатели спешат в магазин Исаевых за продуктами, вся семья собирается на общем совете, чтобы решить, где и кому в районе еще надо помочь. Левтина Бонадыкова, Султан Умаров и Зелим Закаев. Новости.